Здравствуйте! Сегодня поговорим, что такое сколиоз у детей, как он проявляется и как можно в домашних условиях его определить. С самого начала надо определить, что есть сколиоз и сколиотическое нарушение осанки. Сколиоз – это когда идет уже деформация костных структур, то есть самого позвоночника. А сколиотическое нарушение осанки – это когда за счет мышц идет, скажем, асимметрия такая, да? То есть это различается. Когда это возникает у детей? Это у детей чаще возникает в дошкольном и в младшем школьном возрасте. Мы видим такие проявления. Частыми причинами сколиотического нарушения осанки является это укорочение нижних конечностей, то есть одной ноги, последствия тяжелых соматических заболеваний, также заболевания прирубцовых после операций, когда есть тяжелые рубцы. Также это последствия родовых травм, таких как кривошея, подвывихи позвонков. И это, конечно, самое распространенное, когда у нас идет слабость мышц мышечного корсета. Давайте сейчас посмотрим, как можно провести диагностику, посмотреть, есть ли нарушение у ребенка осанки дома. Ребеночка мы ставим ровненько, без одежды. Ножки чуть-чуть у нас на уровне одной стопы раздвинуты. И просим встать ровненько, смотреть вперед. Сегодня нам помогает наш помощник 7 лет ребенку. И проводим вертикальную ось вдоль туловища, с головы до ножек. И смотрим именно симметричность. Посмотрите, если мы начнем смотреть сверху вниз, то мы определяем сначала уровень у нас. Горизонтальное положение – это ушки, да? Уши, где у нас начало ушек, кончики смотрим. Потом смотрим высоту над плечи, по плечикам. Здесь уже, если посмотреть ровно по половинкам, то видим различия. У нас левое плечо выше, чем правое, чуть-чуть, да? Потом смотрим по лопаточкам, по углам лопатки. То же самое видим, да? У нас лопатка левая выше, чем правая. Также можно посмотреть, следующий наш ориентир – это локти. По локтям ребенка. Смотрите, у нас правая рука ниже получается, да? По локтям. Также мы смотрим по изгибам талии. Тут можно увидеть кривизну и так далее. Хорошо? Смотрите, они прям разные. Это прям надо внимательно вот таким образом смотреть. Дальше спускаемся к ножкам. В ножках у нас здесь есть вот эти вот физиологические изгибы. Там, где у нас коленки. Тоже можно посмотреть по рисунку. Должны быть у нас ровные, пропорциональные. Здесь также немножко видим разность, да? Смотрите, здесь у нас более, как скажем, вогнутая, а здесь у нас сглаженная. Также можем посмотреть по пяточкам. Могут быть разные у нас именно очертания пяточек. Хорошо? Так, следующее, что мы можем сделать, посмотреть. Есть такой тест, когда мы проводим визуально вот такую прямую по остистым отросткам позвоночника. И тоже можем определить, есть ли у нас тут искривление, да? При сколиозе у нас искривления могут быть как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Так, следующий тест. Мы можем попросить ребенка нагнуться. Ну-ка, нагнись, пожалуйста, и достань. Вот в таком положении мы пальчиками рисуем полосочки 2 вдоль позвоночника легким нажатием. Наша задача, чтобы у нас образовались 2 полосочки. Красные от того, что мы немножко нажимаем. Вот таким образом. Чуть-чуть растерли, чтобы было нам видно. Это не больно. И просим подняться. И теперь, смотрите, наглядно видно, да? Вот, посмотрите.
Очень простая методика. Таким образом можно посмотреть, ровный ли у нас позвоночник. Особенности развития патологии, такой как сколиоз. Наш позвоночник, он неровный. Он имеет выпуклости и воткнутости, да? Это называется лордозы и кифозы. Это физиологическое, это нормальное состояние. Для чего это нам нужно? Чтобы снизить нагрузку на позвоночный столб и уменьшить травмы. Вот посмотрите, здесь у нас на ребенке, да, может быть такое, что здесь у нас вот есть излишний, да, гиперлордоз, и возникает вот такое вот, смотрите, положение. Тоже можно посмотреть родителям и определить. Если у нас вот такие вот есть изменения, то осанка у ребенка, нарушение осанки, именно вот такое вот. Есть виды возникновения заболевания сколиоз. Считается, что сколиоз возникает, если ребенок спит на мягком матрасе. Также считается, что у ребенка возникает сколиоз, если он долго носит сумку на одном плече. И есть такой миф, что также сколиоз возникает, если долго ребенок сидит за телефоном, просмотром телевизора или у компьютера. Так, мы ребенка уложили, подготовили к массажу, и любая мама может сделать небольшой такой массаж в домашних условиях. Цель массажа при сколиозе – это использование асимметричных действий, потому что у нас одна сторона будет выпуклая, другая вогнутая. И цель наша, чтобы расслабить мышцы на вогнутой стороне, в данном случае вот с этой стороны, а на вогнутой стороне, наоборот, тонизировать. Работаем обычным нашим методом. Это сначала у нас всегда поглаживание. Мягкими руками мы делаем поглаживание. Вот таким образом. Все наши действия мягкие. Действуем мягко. Вот та сторона, которая у нас с вогнутой стороны, сколиотические, да, дуги, то мы делаем здесь такие методики, как растягивающие движения наши. В массаже применяем 4 наших основных приема обязательно. Это поглаживание, растирание, разминание и вибрация. Это наших 4 основных приема. Первое, что мы делаем, это обязательно поглаживание. Работаем по всей спине, вдоль позвоночника и от центра к периферии. Вот таким образом. Мы сначала подготовим, расслабим мышцы, дадим информацию о том, что будет сейчас с ними работа. Здесь у нас первый прием, это 3 этажа называется. Это классический прием. То есть мы поднимаемся, по ребрышкам скользим. Второй этаж это у нас по лопаткам. Хорошо? Все нормально? И по плечикам. Так, повторяем 5-6 раз. Вот таким образом. Ребенка надо уложить на ровную твердую поверхность. Можно делать на полу, на коврике, в домашних условиях или на жесткой кровати. Вот. Потом делаем растирание. Можно таким образом делать, можно делать таким. Очень ритмичные действия 2 руками. Цель растирания – разогреть мышцы. В результате мы должны добиться покраснения кожи и повышения локальной температуры. Вот здесь должно быть тепленько. То есть мы разогреваем мышцы. Погладили. Поглаживание между приемами. Дальше приходим к разминанию. Разминание – это когда мы действуем уже на мышцы глубоко. Вот смотрите, вот таким образом. Можно работать всей ладошкой, можно работать краешком. Мягкими движениями, не давим, не нажимаем сильно, но в то же время мы действуем. Можно сделать вот так вот приятно,
Называется крабики, да? Да, может быть щекотно, да? Как сейчас нашему малышу. Чаще, если есть напряженный участок, то реакция такая. Ребенку как бы щекотно, между больно и щекотно. Обязательно сравниваем, учитываем. Хорошо. Можно также делать вот такими отводящими движениями по лопаткам. Чаще всего бывает напряжена межлопаточная область, потому что сколиоз как раз-таки возникает асимметрично, и в итоге, когда 3-4 степени сколиоз возникает, у нас происходит деформация позвоночника. То есть эта напряженная часть, она просто в эту сторону позвоночник, скажем так, вытягивает. А расслабленная часть, она наоборот отдает. И получается у нас сколиотическая дуга. Вот. Так. Все таким образом, да? Вот. Как у нас еще сколиоз? Бывает разного вида, да? Бывает S-образный, бывает Z-образный и S-образный, да? Вот. Вообще, чтобы установить, правильнее всего, конечно, сделать рентген позвоночника, чтобы точно знать. Вот. Есть еще такие понятия, как сколиоз и сколиотическая осанка. Формы сколиоза какие бывают? Может быть S-образный, потом, как английское, S-образный. При S это одна дуга получается, при S две дуги, здесь и здесь. И есть еще более сложный, это Z, когда возникает у нас 3 дуги. Так, чем опасен сколиоз? Сколиоз – это когда идет уже искривление костной ткани, получается же, костей. Чем опасен сколиоз? Тем, что он не проходит сам по себе, он никак не излечивается. Поэтому возникает он в детском возрасте. Есть тоже ряд причин, несколько теорий возникновения, но больше склоняются к тому, что это все-таки врожденные аномалии развития позвоночника, именно костной ткани. Вот. Есть приобретенный, то есть в силу каких-либо факторов возникает искривление позвоночника. Это могут быть травмы, это могут быть сильные напряжения, даже стрессы, говорят, возникают. Так, это может быть нарушение заболевания нижних конечностей, таких как плоскостопие. Чаще причина такая. Так, и обязательно надо заниматься. Чаще возникает сколиоз в возрасте 6-7 лет, то есть он проявляется, и можно будет увидеть вот эти вот первые нарушения осанки. Почему? Потому что происходит как раз-таки возникновение нагрузки. И в это время происходит повышенная, скажем, ребенок более подвижный. Нагрузка возникает, и поэтому, если есть эти нарушения, они проявляются. Так. Чаще сколиоз возникает у девочек. Да, по статистике. И чаще он же также, первые проявления возникают в подростковом возрасте. То есть это, видать, при гормональных, да? Польза массажа при сколиозе – это укрепление мышечного корсета. Это обязательно выравнивание позвоночника, улучшение работы внутренних органов, снижение болевых проявлений и также повышение выносливости всего организма ребенка. Нарушения осанки чаще возникают у детей в дошкольном и школьном возрасте из-за резкого роста и слабости мышечного корсета. Мышечный корсет, конечно, зависит и от питания, и от образа жизни ребенка. Чаще ребенок какие жалобы
предъявляет. У него говорит, что устает быстро спина, общая утомляемость, бывает беспокоит боли в спине. И также жалуется на боли в ногах. Угу. Так, в этом случае, конечно, лучше посмотреть вот диагностику дома, определить, если мы увидим там вот то, что мы ранее показывали при диагностике, несимметричность, то есть у нас разные лопаточки, да, разные плечики, разные даже могут быть ножки, да, как стоит ребенок, то надо обращаться, конечно, лучше к специалистам. При сколиозе массаж делается по определенной методике и рекомендуется проходить его курсами. Обычно курс от 10 до 12 дней с перерывом через месяц, 2-3 раза полностью надо проходить. И, конечно, наилучший эффект дает нам, когда массаж мы вместе с ЛФК упражнениями, с бассейном, с плаванием очень хорошо идет. И получается хороший результат при нарушениях осанки. Далее мы посмотрим, как можно определить в домашних условиях, есть ли плоскостопие у ребенка. Вот у нас ребенок 6 лет, мы разули, босыми ногами встали ровненько, расстояние у нас тут между ними где-то примерно тоже 1 стопа. И рассматриваем наши очертания ножек, да? Посмотрите, как у нас находится, стоит ребенок, да? По ножкам, на каком расстоянии у нас находятся вот эти, скажем, расстояния между лодыжками. Что мы здесь можем заметить? О том, что у нас свод западает. Посмотрите, как находится, и идет заворот у нас, да, подворачивание голеностопного сустава вовнутрь. То есть здесь идет завал стопы, называется, когда у нас идет ножки вот таким образом. Угу. При этом мышцы у нас вот здесь вот перенапряжение идет. И немножко образуются S-образные ноги при плоскостопии. Спереди мы можем видеть уплощение стопы. То есть она здесь у нас распластанная. В норме ножка должна быть собранная. И вот пальчики вместе. Здесь у нас идет, смотрите, распластание стопы, она у нас уплощается, и нагрузка вся идет на внутреннюю поверхность свода подошвы. При этом у нас ножки, посмотрите, они прямо вот таким образом. Такое впечатление, что ребенок у нас ходит на внутренней поверхности. Вот таким образом. При этом у нас тут под большим пальцем могут быть мозоли на топтыше у ребенка. Угу. И также спереди тоже мы можем отмечать, что ножки у нас находятся в X-образном в таком положении. Чаще причины плоскостопия — это, конечно, у нас то, что мышцы слабые. Мы, как массажисты, сами говорим. На самом деле, конечно, это врожденные, то есть внутриутробно чаще бывает врожденные патологии. Когда у нас плод находится внутри, бывает, что заворачиваются ножки, неправильно лежат, и таким образом. Также могут быть и родовые травмы, и вообще сами заболевания, тяжелые соматические заболевания у детей, и лишний вес. Также слабость мышечного корсета, который вот держит, и поэтому обязательно тут у нас рекомендуется в лечении это массаж плюс ЛФК. Вот на таких дорожках у нас ребенок обязательно должен ходить. Есть определенные упражнения, которые мы сегодня покажем. Так, использование дорожки. Мы идем по дорожке. Так, давай пойдем. Вот. Нет, на каждой постоим. Вот. Теперь следующую наступаем. Постояли. Теперь на этой. Что ты чувствуешь? Хорошо? Нормально? Давай, хорошо. Давай, ты на этой. Так. Здесь у нас шишечки. Здесь у нас большие шишечки. Поворачиваемся. И также проходим. Можно применять вот такие тренажеры для стоп. Очень полезны для детей, потому что здесь массируются именно
мышцы глубинные, которые находятся у нас на своде стопы. Обязательно. Можем использовать вот эту роликовую часть таким образом. Ребенок сидя это делает. И также вот у нас здесь есть, ну-ка сюда, оп, и нажимаем, продавливаем. Очень приятно бывает. Каждый день с утра и вечером. Допустим, когда ребенок перед сном, можно это делать, или после пробуждения. Очень хороший эффект дает применение таких тренажеров. Так, можно применять вот такие игольчатые мягкие шарики. Когда ребенок катает, это как точечный массаж. Можно понажимать. Ну-ка, понажимай-ка. Ай, как интересно, да? Вот таким образом. Можно взять в руки и также промассировать, да, внутреннюю поверхность у нас свода стопы. Ой, смотри, как светится. Ой, как интересно, да? Ну-ка, ты-ка нажми. Будет светиться? Ой, давай так. Ну-ка, этот светится у нас, нет? Ну, давай. Сейчас мы вам покажем очень интересное упражнение. Тоже это профилактика сколиоза как и взрослых, так и детей. Кладем любую, значит, пеленочку или тряпочку и начинаем, ставим стопу и начинаем пальцами собирать вот таким образом ткань. Тут идет проработка всех групп мышц именно стопы. Посмотрите, как хорошо. Кажется очень легко, но при этом довольно сложное упражнение и очень полезное. Всем рекомендуем. Сейчас хотим показать вам простые массажные приемы, которые может выполнять родители дома для ребенка. На стопе берем ножку, фиксируем обязательно в суставе таким образом. И первые движения у нас это поглаживание. Вдоль делаем. Тут ребенок у нас 6-летний, как раз у нас проявление плоскостопия. И поэтому работаем всей ладонью. Вот. Так, делаем растирание прием. Бывает очень приятно. Да? Мягкими движениями. Ребенок при этом у нас или сидит, или лежит в расслабленном состоянии. Так, можно работать двумя руками. Потом можно проработать каждый пальчик от основания до кончика. Вот, это у нас второй пальчик, потом третий пальчик, четвертый и пятый. Сколько у нас пальчиков всего? 5. Вот. И проходимся таким же образом по всей стопе. Вот такими круговыми, это уже разминание. Мы работаем по всей стопе. Вот. Можем сделать от пяточки каждому пальчику лучики. Это очень хорошо действует на расслабление наших поперечных мышц. Очень хорошо обрабатывать боковую поверхность нашей стопы при плоскостопии. Вот таким образом. Если у нас позволяет, можем сделать вот такие выжимающие движения. Вот так вот. И прорабатываем внутренний свод стопы. Здесь бывает у нас болезненность немножко. Ребенок может испытывать. Ну, действуем до болевых ощущений. Если у нас неприятно, то мы не форсируем. Вот таким образом. Потом переходим наверх и круговыми движениями можем разогреть наш голеностопный сустав с двух сторон. И переходим на голень. Да? Вот таким образом. Все движения снизу вверх. Снизу вверх. Вообще в методике, когда мы работаем массаж при плоскостопии, то мы, конечно, большую часть делаем упор на проработке мышц. Это у нас задняя большеберцовая мышца, которая начинается примерно где-то вот отсюда, переходит сюда и связкой вот сюда, прикрепление здесь. Поэтому здесь вот эту часть начинаем сначала
отрабатываете, она прикрепляется. И потом посюда таким образом. Чаще всего напряжение вот это дает, плоскостопие возникает. Вот таким образом можно. Вот. Лучше всего, конечно, обращаться к специалистам, массажистам. Обычно рекомендуется курс также 10-14 дней при плоскостопии. И плюс упражнения по ЛФК и общие физические нагрузку надо дать, такие как спортивные какие-либо упражнения, да, если ребенок посещает кружки, или же плавание, тоже очень хорошо дает у нас эффект. Вот. И в конце все отжимаем вот таким образом. Вот. Так вы можете помочь своему ребенку в домашних условиях снимать напряжение с мышц по вечерам. Ребенок после этого хорошо спит, ножки отдыхают.